Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Образование одаренных детей – важная тема для системы образования в любой стране. Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем в студии Патриком Хакчангом, доктором педагогики, главным директором сети государственных школ, профессором Китайского университета Гонконга. Патрик Лам, здравствуйте. Hello. Расскажите немного о себе и о своей сфере деятельности. Tell us a little bit about yourself. Yes, I have been in the field of education for Я 40 являюсь years. директором уже долгое время, учителем 32 года, и в настоящее время также работаю для правительства Гонконга, работал для правительства Новой Зеландии, я являюсь автором многих программ научных и учебных, и также провел очень интересные проекты, связанные с путешествием наших одаренных детей. Скажите, а вот учитывая ваш многолетний опыт в педагогике, насколько изменилась образовательная среда в постковидном мире? On one hand, I think this accelerator. Дело в том, что ковид на самом-то деле стал ускорителем очень многих процессов, особенно тех процессов, которые связаны с использованием информационных технологий. Наши многие учителя стали сейчас экспертами по проведению виртуальных классов, и сейчас очень большое внимание мы также уделяем всяким разным проблемам, связанным со здравоохранением, нашим состоянием. И это все становится исключительно важной проблемой, которая как раз в ковидное время стала для нас таким катализатором всех этих изменений. The well-being of the students. Но вот вы являетесь автором международно признанных методик работы с одаренными детьми. Скажите, какие тренды появились в этом направлении? Yeah. I guess there are three important. Первое, хочу я сказать, что самое важное, мы начали понимать, что человек обладает многопотенциальностью, когда он может быть известным экспертом по всем многим направлениям. И тут же мы хотим сказать, что человек может быть тоже очень одаренным в области математики, физики и других направлений. И раньше мы вкладывали только в одну часть, например, математику или физику, но это делает человека исключительно, его жизнь исключительно скучной. Поэтому мы хотим сейчас и понимаем уже, что одаренные люди обладают талантами во всех разных направлениях. Возьмите Альберта Эйнштейна, который и в физике, и в математике, и в музыке был очень одаренным. The second important trend is about А the второе, affective что самое education. важное, мы называем аффективное обучение, это то, что наши одаренные дети должны иметь очень так называемые мягкие умения, или soft skills, так называемые, которые помогают им коммуницировать, помогают им понимать других людей, помогают им находить свое место в жизни. И это очень важная часть, которую мы должны развивать. This psychological well-being is so important. The third one is И the третье, career так and называемое life planning. планирование Because we жизни. Это очень identify важная their часть strength для at одаренных early детей, stage. потому что And мы, this is работая why с ними, for us to должны plan ahead планировать about их their дальнейшую academic карьеру advancement, образовательную в high school, университетах и дальнейшую их tertiary рабочую, education, потому and что also это their будет future помогать им career. раскрывать Life их planning is таланты. very important. А с какого возраста нужно раскрывать таланты у детей? Usually it is at the age И на of самом-то 10, деле and этот then возраст you understand начинается the kids очень better, активно с because 10 лет, in the early когда stage уже they have a происходит так wide range of называемое interests, туннелирование and, и it's происходит quite эффект unstable воронки, at that когда time. очень So большие just like a интересы, funnel, которые есть у then разных you have детей, to они narrow начинают down, обретать through большие time. очертания, Maybe и at, мы этим 12 способом years old, помогаем 15 им years дальше old, продвигаться. and then you can В 12 identify лет, the потом strength, 15 and лет они the area становятся that более they can- выраженными, и их потенциал раскрывается. То есть в этом заключается роль родителя. Главное вовремя разглядеть этот талант и дать ребенку правильный вектор развития. Yeah, the parents are very, И на very самом-то деле important, родители agents, являются because очень they, важными агентами understand развития their своего kids одаренного better than ребенка, any потому other. что они As I начинают и mentioned, at больше the всех и early лучше stage, всех they понимают, can be что exposed to a движет wide этим group of ребенком, interests, whether it's чем он sport, интересуется. И whether it's, таким образом они mathematics, помогают language, or сократить any возможности, special, которые talents or interests. его, But the school times is его just интересуют, like to до narrow 3-4, to, которые в from дальнейшем a wide могут range получить to maybe очень 2 to 3 широкое и fields, такое go on. расширенное развитие. И в этом плане родители помогают очень сильно развитию одаренного ребенка. Давайте поговорим с вами о другом. Известно, что вы сотрудничаете с Якутией, с Малой академией наук Якутии. Как все началось? Yes, since the year 2017, Все это началось в we have 2017 already brought, году, more than когда мы 200 начали local students работать to активно Якутск. с Малой And we академией start наук по from the академическим year обменам, 2017, привезли and сюда then более we, 200 детей из collaborate with Гонконга, these junior также science приняли у academy себя for в exchange Гонконге programs. якутских That means, we детей. have У нас got, очень интересные students проекты, coming так in, называемые every summer, арктические and then
вызов, это программа по лидерству. Второе, значит, нахождение мамонтов, работа и исследование мамонтовой фауны и флоры, также поиски трилобитов, также изучение вечной мерзлоты. Очень много интересных программ. Yeah, we also И что participate самое in замечательное, в 2018 году мы приняли участие в международных интеллектуальных играх. Кроме того, приняли участие в международной исследовательской школе и смогли встретиться с большим количеством иностранных детей. and all the students and Да, и teachers. наши ученики, наши учителя, им всем очень понравилось быть здесь, в Якутии, и вся вот эта поездка была самым замечательным событием в их жизни. Но сейчас, помимо сотрудничества с Малой академией наук, в целом Россия и Китай очень активно сотрудничают во многих сферах. Как вам кажется, в каких сферах дальше будет развитие? And in fact, we were partners in the past. Мы уже давным-давно сотрудничаем, наши страны давно друзья. И что самое важное случилось недавно, это поездка председателя Си в Москву, встреча с президентом Путиным. Это начинает очень новую и красивую страницу нашего развития. Подписаны многие совместные документы о сотрудничестве. И это говорит о том, что в скором времени у нас будет очень много возможностей для взаимодействия, кооперации, особенно что касается образования. Особенно я хочу заметить, что будет очень интересно, что Северо-Восточный федеральный университет начинает очень активно сотрудничать с университетами в Китае, и также гонконгские университеты собираются уже под моим руководством посетить, значит, Якутию для разработки дальнейших планов сотрудничества. I think the agreement made Да, я хочу сказать, что соглашение, подписанное нашими двумя президентами, начнет и откроет новую страницу в сотрудничестве между нашими странами. Ну и в завершение нашей с вами беседы нельзя отрицать того факта, что наконец-то после ковида мир открыт, и мы снова начали путешествовать. Скажите, какие у вас планы после поездки в Якутию? Yes, we are planning to go to other places, Действительно, очень много планов, и мы собираемся много ездить, особенно по всем странам Европы, Азии, Африки и Америки. И что самое важное, я хочу сказать, что у нас уже запланировано в марте следующего года и в июле следующего года поездка в Якутию большой группы наших школьников и профессоров из университета Гонконга. Скажите, а каковы у вас впечатления вообще от визита нашей республики? Якутия — это замечательная страна. Я здесь был уже 7-й раз. Мне нравится здесь очень многое, особенно ваша кухня, ваша еда, особенно то, что красивая природа есть, люди замечательные, и мне это вообще восхитительно. Да, я был на 7 континентах, 40 странах мира, и я считаю, что Якутия — это самое замечательное место в мире. Учитывая, что вам так понравилась наша республика, может быть, вы нашли для себя здесь что-то родное? Ну, что я здесь нашел, это прежде всего главное, это люди, это их культура, это то, что нас объединяет. На самом-то деле это удивительная красота, могучая культура северных людей, которая очень интересна, и мне это очень нравится. Ну что ж, Патрик, я благодарю вас за то, что вы сегодня стали гостем нашей студии. Большое спасибо вам за интересную беседу. И очень хочется пожелать вам, что все ваши планы обязательно сбудутся. So let your big plans realize very soon. Thank you. Yeah, thank you very much. Спасибо. Спасибо большое. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.